Вновь в центре внимания обеспечение транспортом отдаленных от города населенных пунктов, ремонт дорог и ЖКХ. В числе первых прозвучал вопрос от жительницы поселка Толмачево. Она обратилась к заместителю полномочного представителя президента Мурату Зязикову с просьбой помочь решить транспортную проблему. Маршрутным такси невыгодно ходить до поселка. Причина – небольшое число пассажиров. В итоге люди вынуждены часами дожидаться автобуса. Легко добраться до поселка возможно только в дачный сезон. Выслушав обращение, областные власти заверили заместителя полномочного представителя президента, что до 1 сентября будет пущен дополнительный 110-й маршрут, который не только летом, а круглогодично будет перевозить пассажиров. С вопросом транспортного обеспечения и ремонтом дороги обратился и житель Хотылева. 1 километр бездорожья отделил сотни жителей села от цивилизации. Из-за этого километра дороги невозможно пустить маршрутное такси. Из-за того, что не ходит маршрутное такси, наш микрорайон, это как минимум 500 человек жителей, лишен больницы, детсадик, всяких детей, кружки, спортом заниматься, так как отменили электрички. Александр Башлаков, руководитель регионального управления дорожного хозяйства, пояснил, что средства на ремонт этого небольшого участка дороги уже заложены в областном бюджете. И к 15 июля он будет отремонтирован, после чего планируется решить и вопрос с транспортом. Всегда говорим, что все дороги ведут к людям, а когда дороги некачественные или вообще отсутствуют, то, конечно, это возникают определенные, я бы сказал, такие очень серьезные проблемы. Но сегодня те вопросы, которые поднимались по дорогам, они, я считаю, нашли свое решение. То есть практически мы определили с должностными лицами администрации Брянской области источник финансирования, сроки исполнения, ну и сам механизм. В рамках встречи прозвучало немало и других важных для жителей региона вопросов. Все обращения будут взяты под контроль и решены в установленные сроки. Екатерина Зодина, Евгений Седачев. События. Брянск.